I'm here as you're part of the joint work with the National Unity. Здравствуйте, я хочу приветствовать вас на спецвыпуске «Русский дом». Хочу сказать, что я нахожусь в центре Москвы, это главное агентство ИТАР-ТАСС. Хочу представить своего гостя, это господин Деян Берич. Вот вчера вечером мы ужинали вместе, общались, и вы дали мне полную тарелку мяса. Знаете, это было такое традиционное сербское мясо. Может быть, немножко расскажете мне? Мне просто интересно, как это называется, как вы его сделали? Мясо по старым сербским рецептам. Вот как когда-то давно мы в деревнях делали, как мои деды делали, прадеды делали. Вот я сейчас так его делаю здесь. Это была шейка свиная, делаем говядину, и я и жена. Только я и жена, мы вдвоем там работаем и стараемся принести это вот прям традиционально, чтобы было качественно, вкусно, и вы попробовали, видели, что это просто что-то нереально, такого не купите, потому что это можно только душой делать. Я стараюсь все, что работаю, работать максимально хорошо. Не важно, что это. Убирать траву, там, чистить пол, готовить мясо, воевать. Это все должно быть вот на максимум. Не можешь максимально делать, не делай никак. Так что мы наше мясо, по мне, субъективное мнение, делаем очень круто. Очень было вкусно. Хочу поблагодарить вас и вашу жену. Спасибо большое. А вот несколько моментов, которые возникают. Сразу вопросы из того, что вы сказали, приходят на ум. Вы серб, вы приехали из Сербии. Вы обыкновенный человек. Вы мужчина, у которого есть жена, и вы живете, а смотрю на вас сейчас, вы солдат, то есть вы достаточно, в кавычках сказать, декоративный солдат, у вас столько наград. То есть за вашим мундиром стоит человек, мужчина, который любит, у которого есть сердце, и важно каждому понимать, что передо мной сидит мужчина, это не статуя. Можно из вас, конечно, сделать статую, вы достойны памятника, но вы человек. И я хочу, чтобы мир это понял. Я хочу также, чтобы мир понял, что вы серб, вы приехали из Сербии. И вот прежде чем мы обсудим все медали на вашем мундире, какой у вас бэкграунд, что вы делали в Сербии, что привело вас из Сербии в Донбасс? Я в Сербии занимался, был честный предприниматель, делал фасады от стекла, пластметалл, окна, двери. У меня была фирма моя маленькая. А потом 2012 года, еще раньше, до 2011 года, Сербия начала меняться. Стала таким государством, в котором я не хотел жить. 2012 года принесли закон, по которому дали полную неприкосновеnost NATO soldatima na teritoriji Serbije. Mi столкнулись в одном ресторане, там просто наделали такое, что меня предупредили еще раз, все, седнешь в тюрьму, я сказал, в следующий раз убью. Так что понял, что это первый толчок, что надо просто либо уезжать из Сербии, либо просто удушить это свое сербское и сказать, да, вот пришли, на меня наступили, я должен молчать. И потом приняли закон в Сербии, по которому обязательно проводить гей-парады в Сербии. И я понял, что это государство, в котором я больше жить не хочу. Продал все, что у меня было, кроме дома. Дом оставил бывшей жене и сыну, а продал цех, продал инструменты. У меня работал один парень 10 лет, который беженец из Хорватии. Ему построил дом, но он этого заслужил, свою работу, и собрался, уехал в Сочи. Я до войны работал 1 год на стройке в Сочи и заработал очень хорошо. Вот у меня зарплата была примерно 5000 евро в месяц, жили и питание. Рассчитывая то, что я в жизни не пил, не курил, у меня не было где тратить деньги. Потом они подошли на Донбассу, потому что интересные вещи были там. Мы закупали оружие от украинских солдат, это какая-то другая притча. В принципе, простой человек. С немножко хорошей подготовкой. Вот как серб,
который жил в Сербии вот после того, как НАТО проявило свою агрессию в Сербии, после того, как западные страны зашли, это разделило сербскую нацию, Косово, Босния, Республика Сербия, Босния, да, вот и так далее. Вы видели вот ваш опыт там серба и заход западных наций бывшей Югославии, и вот то, что вы видели в Донбассе, вы увидели какую-то параллель? Можете рассказать? Ну, там нет параллели, там 100% одинаково. Все, что происходило в Югославии, что происходило на Украине. Как это начало в Югославии? В Югославии есть такой Анте Павелич. Еще когда была Вторая мировая война, это человек, который делал концлагеры на территории Югославии, который отличался своей жестокостью к другим нациям. Это хрватский усташа, который убивал Сербы, евреи, цигане, вот ему удивлялись немецкие неонацисты, какой он суровый. Вот его подняли, чтобы он был герой, и это был сразу тревожный знак за сербы, которые там находятся, за мусульмане, которые находятся, потому что в концлагерях Второй мировой войны немало и мусульман тоже погибло. Вот и каждая религиозная группировка, так скажем так, серби православные, боснийцы, они мусульмане, хорваты, католики, они сразу начали удаляться. И хватило одного выстрела, чтобы это все началось. Это же само происходило на Украине. Бандеру сделали героем, Шухевича сделали героем. Тревожный звонок за все люди на Донбассу русские, которые знают, что они наделали в Великой Отечественной войне. И тоже вот один выстрел, все начинается. Так что она вообще одинаково, 100% как начинала. Я смотрю на ваш мундир, на вашу форму. Вот такие медали раздают героям. Чтобы быть героем в битве, вам нужно отдать свою жизнь. Я видел ваш фильм «Война снайпера». Уважаю вас как бойца. Я даже знаю, я так понимаю, что многие, которые смотрят сейчас на нас или слышат, они не участвовали в войне, они не знают, что это. Но вот ту жертву, которая вот здесь вот в голове случается, вот каждая из этих медалей, она приходит вместе с мертвыми телами ваших друзей, ваших товарищей. Это кровь, которая пролита многими. Поэтому я понимаю, о чем говорят эти медали. Вопрос у меня есть к вам. Как серб, вот как появилось у серба такое посвящение не сербской территории, не сербскому кейсу? То есть вы отдаете свою жизнь за Донбасс. Вообще почему? Смотрите, это не за Донбасс. Первое, это ошибка западного мнения, что война идет на Донбассу между людьми Донбасса с начала 2014, я воюю с самого начала, приехал сначала на Крым, когда была Крымская весна, а потом уехал в Донецк. Это все много масштабнее, но люди, которые смотрят, я тоже за вами наблюдаю, слушаю, понимаю, что это намного масштабнее. Зачем я приехал? У нас была гражданская война. Многие говорят, тогда Россия нам не помогла. Ну, России самой было нужна помощь, так что, приехали простые русские люди. Вот простые русские, как и я, что простый сербский человек. Приехали, нам помогли в гражданской войне. Война с НАТО, когда была, с нами на Косово были русские добровольцы. И я тогда еще пообещал им, вот если будет нужна помощь, обращайтесь, я приеду. В жизни не думал, что когда-то Руси будет нужна помощь. Я работал в Сочи, и мне перезвонили два парня, которые у нас были добровольцы, один вообще-то украинец. Говорят, у нас война начинается, вот нужна помощь. Я служил у 72-й бригаде специального назначения, но это круче на ваши морпехи. И ребята знают мои возможности как снайпера-разведчика, вот и я приехал к ним, бросил работу сразу. Значит, знаете как, есть вещь, которая важнее от жизни, это честь. Если ты дал слово, это не важно, ты должен умереть, и в какими муками бы это не было, ты должен свое слово сдержать. Это что-то выше от всего другого. И вот сразу собрался, бросил работу и уехал в Севастополь.
и потом дальше. Вот это просто долг нас, Серба, к русским добровольцам, которые приезжали. Сейчас не говорим о государстве. И за нас Сербия, Руссия, это не Россия, это матушка Россия. Это совсем две разные вещи. Это просто название «Матушка Россия» это говорит, как мы уважаем Россию. И если надвигается проблема, мы, как братские народы, должны друг другу помогать. Так что это просто долг к русским людям, которые нам помогали, когда было трудно. Но зная себя, когда увидел, что произошло в Одессе 2 мая, если бы этого всего не было, если бы русские не приезжали помогать ничего, после Одессы я бы точно сразу приехал и стал добровольцем. Вот вопрос может быть немножко чувствительным для вас, но мне нужно вам его задать. Когда вы сражались в Донбассе, особенно вот в ранних годах, вы же не сражались за Россию. Понятно, что вы сражались за Донбасс. И Россия военная не начала военную организацию, потом уже они начали. Да? Они потом уже зашли в 2014 году, после 2014 года, в 2022. Я в 2024 году был в Донбассе в январе. Я был в Луганске и был около памятника, который установили детям, которые погибли. Разговаривал с местными жителями о вот этой СВО. И что это для них значило? И они сказали, знаете, мы довольны, мы радостны, что мы рады, что Россия пришла. И мы грустим, нам печально, что Россия должна отдать такую жертву. Но почему так долго мы их ждали? Вот вы сами себе задавали этот вопрос? Вот тот, кто сражался с самого начала, кто сражался за матушку Россию, как вы сказали. Почему у России ушло столько много времени, чтобы прийти на помощь Донбассу? Знаете, я не только фермер и немножко военный, я аналитиком занимался давно-давно. В Сербии служил в непростом подразделении, мы знали, что война будет. Вопрос было времени, когда и как она произойдет. Но, к сожалению, в России, наверное, это не верили. Вот можно сейчас вам это кажется так дурацки, но мое личное мнение, что Запад спас Россию этим, что начал войну на Украине. Потому что Россия, зачем она 2014 не зашла? Rusija ne bila podgotovljena vojeno, ne bila podgotovljena продовольствиями, не bila podgotovljena финансово, и в России bilo немало предателей. Министерство обороны, разные чиновники. Просто нужно очень много времени, чтобы это было привести в порядок. Значит, обеспечить продовольствие, svi понимали, что будут санкции, обеспечить отказ от SWIFT-а, обеспечить армию всем нужным. Потому что, мне кажется, люди, которые понимали, что будет война, они понимали, что тут НАТО может замешаться. Вот я, честно, я на Крым, когда приехал, у меня было большое желание, чтобы НАТО зашел там пехотой. Мы на Косову не добили друг друга как надо, захотелось прям снова встретиться, но не получилось. Так что просто Россия не была готова. Это первый, а второй, ну, да скажем вот так, проблем Путин. Путин уважает украинский народ. Путин человек, который любит все, что осталось из СССР. Старался, очень сильно старался все это решить мирно. Вот Минское соглашение, они были не очень хорошие за ДНР и ЛНР, но они бы позволили этому сукобу закончиться достаточно безболно, с очень мало потери с одной и с другой стороны. Куча, там миллионы, вот поверьте, я был на фронту, я знаю какие реальные потери украинских солдат, миллионы людей бы остались живы на Украине. Они бы жили, сражались с Путиным, болеют за человека. Вот я как иностранец, я бы делал по-другому. Можно бы и сейчас делал по-другому, много все жестче и быстрее. Но тогда бы потери были намного больше. И Путин старался договориться. Ну, можно это вам звучит обидно, но с Западом договариваться нельзя. Запад – это люди, которые, у них нет ни чести, ни совести, их слово, их подпись, это ничего не значит. Это значит сегодня, завтра все не значит. Если посмотрим после Майдана, что Франция, Англия и Германия, они подписали документа, что не буду снимать Януковича, а завтра это все до свидания.
если посмотрим, что сделали с резолюцией 1244 на Косову, что все поменяли, конечно, с помощью Вучича, которого я не очень считаю хорошим президентом, Западу нельзя доверять. Но Путин согласился и на это. Давайте попробуем, чтобы не были жертвы. Наверное, есть несколько причин. На Украине, вот я сражался там с украинцами, там люди похожи на русских. Они сражаются жестко, сражаются до последнего. Не говорим сейчас о нацбатах, это трусы, которые просто пользуются этой войной. Но что больше грубо возвращалось назад на территорию Украины, это все больше людей водило в ненависть к нашей армии тогда ДНР и ЛНР. Ну, война, она такая, там без жертвы не пройти. Вот Путин старался это все избежать, потому что он смотрит там на много годов вперед. Он понимал, к чему это все дойдет. Ну, вот случилось СВО, потому что его не слушали на Западу. Его слушали, но не услышали, что он говорил. И могло избежать эту войну. Путин сначала СВО сказал, вот, надо сделать это, и войны не будет. Это все очень просто. Каждый раз, когда были разные договоренности с украинцами, вот я был до Киева, вот моя группа первая зашла до Гостомеля, мы чистили дорогу там. Нам было очень обидно, когда отходили, но когда нам сказали, что это возможно конец войны, ну стало сразу намного как-то лучше, потому что все намного проще, если ты знаешь, что ты что-то сделал, потерял своих друзей, но это привело к быстрому концу войны. Но все равно Запад и украинцы это не сделали. Вот кто там Борис Джонсон приехал и сказал, все, надо воевать и дальше. Так что это несколько причин, что российская армия не зашла 2014 года и что все начало 22-го. Now looking forward, where we are today, Вот сейчас давай посмотрим в будущее с сегодняшнего how do дня. you feel about the prospects of peace today? Как ты сейчас смотришь на возможности мира? President Putin meeting with President Trump. Мы сейчас знаем, что президент Путин и президент Трамп встречаются на Аляске. Потенциально там будет конец войны обсуждаться. Как ты думаешь, война готова к окончанию? Люди в Донбассе готовы к миру? Или нужно войне продолжаться? Ну, вопрос немножко неправильный. Люди на Донбассе и люди на Украине готовы к миру давно-давно. Запад не готов к этому миру. Сейчас не говорим о Трампе. Трамп, он бизнесмен, он не политик. Он это все смотрит как сделку. Вот он, когда говорит, надо сделать сделку, мне так обидно, это не сделка. Это жизненно важные вопросы, которые должны обсудиться, чтобы мир был долгосрочный. Сделка это когда вот я купил от вас воду, вы от меня машину, это сделка. Здесь жизни людей, это не сделка. Мне кажется, они ничего не сделают. Ничего не сделают, потому что у Трампа еще недостаточно давления на Европу. Потому что европейские лидеры, им вообще пофигу на народ Европы. Они через 3-5 года сви уедут в пенсию, а проблемы, которые наделали, они остаются. Им все равно. Им будет проблема, что там бензин дорого, отопление, да нет, они деньги не заработали, они уедут. Вот честно сказать, по мне, Трамп, он говорит, мне жалко людей. Я с этим не согласен. Трамп просто хочет оставаться в истории как человек, который закончил определенные войны. И он на это смотрит снова как бизнесмен, человек, который делает сделки. Я этому не могу верить, потому что, например, Трамп вот конкретно сейчас помогает Израилу делать концлагерь, убивать. Вот Палестина это настоящий концлагерь. А он это может прекратить, то не прекращает. Ему тоже так наплевать на людей на Донбасс. Он хочет остаться человеком, которого история будет помнить как большого миротворца. И он сделает все возможное. Но он не один, который решает. В основном решает Европа. Вот, если бы Трамп хотел решить эту войну, что надо сделать? Установить вооружение украинской армии, выключить Starlink, но мы разведчики, мы знаем, что значит остаться без глаза. Все, война закончится очень быстро. Но он говорит, все, мы будем продавать оружие, если кто-то другой будет купить. Так что Трамп тоже не очень сильно заинтересован, чтобы война вот прямо сейчас прекратилась. И я знаю Путина как человека, если слушаем это, что он говорит, я слушаю, что он говорит. И у него нет скрывенных мыслей, скрытых как-то.
Вот он прям говорит так, надо слушать и четко, что говорит. ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон, Крым. Российской области вообще об этом разговаривать и не будем. Пока Запад это не будет принимать вот как положено, мира тут не будет. Мы готовы сражаться. Вот я из-за ранения не могу сражаться сейчас на поле боя. Есть другие возможности. И пока могу вообще-то ходить или ползать, я буду сражаться за Россию. И я вас уверяю, что только людей в России есть, и люди за границей, которые приезжают здесь сражаться, что Россия еще может сражаться годами. Это просто уничтожить Европу экономически. Любая война – это экономика. Солдаты, они где-то на другом, третьем только плану, но экономика – это основное. А российская экономика достаточно стабильна, но санкции – это смешное дело, вы сами знаете об этом. Я думаю, они ничего особенного не решат там. Получается, что война будет продолжаться. Я вот смотрю на вас, смотрю на медали на вашем мундире. Я, тоже у меня была форма. Не так много медалей, как у вас, но я знаю историю за каждой медалью. Это часть моей жизни. Что-то случилось, что-то произошло, поэтому была медаль на моем мундире. Но с бойцом никогда не случается в одиночке. Это была команда, это были люди, которые с вами стояли. Я так понимаю, что каждая медаль это кто-то там за ней стоял, кто-то пожертвовал, может быть, пожертвовал всем. Может быть, расскажите о ком-то одном из тех историй, которые показывают ваши медали. Кто к вам приходит на сердце, о ком вы можете поделиться? Знаете как, вот я расскажу одну историю, но она не так сильно связана с медалью, но с друзьями. Знаете, люди говорят, после войны есть синдром, если ты понимаешь, зачем едешь на войну. Я югославский, мне 50 лет, последняя генерация югославской армии. С нами работали психологи, нас готовили за войну, особенно в спецподразделении. Сама война на меня не имеет какого значения. Ты имеешь приказ, пошел, сделал, вернулся и все. Вот это четко смотреть на работу. Но друзей, которые потерял, вот это детей, которые мне там на руках умер ребенок после артобстрела. Это было 2014 года на Дебальцеву, на Иловайску, извиняюсь, на Иловайску. И я понял, что я туда не уеду, пока могу сражаться. Про медали как в основном за это, за чего я их заработал, говорить нельзя. Вы знаете, как есть такой анекдот у разведчиков, что общее между разведчиком и проституткой. Вот они много чего могу рассказать, но им нельзя говорить, особенно внуками своим. Так что в основном самая работа, как снайпера-разведчика, она делалась в тылу врага. Вот могу рассказать вот одну такую, еще это был ДНР. Группа снайперов из США и из Германии пришли убить Ташкента. Это был заместитель Захарченко. Какие-то мне непонятные люди приехали, Захарченко. Меня познакомили с ним, они сказали, вот они должны приехать и тут, и убить Ташкента. Ташкент был министр финансов ДНР и заместитель Захарченко. А у них была информация, что там очень серьезная подготовка была у них. Это было видно по вооружению, оборудованию. Но я потом умудрился еще своровать что-то от оборудования там. Сражаться против профессионалов лицо в лицо, особенно когда там 8 групп по 2 человека было, это очень сложно. Просто зашел в тыл и сделал свою работу. Вот. И потом пришел, забрал специфическое такое оборудование, которое было только в США. Потом подарили его кому нужно, и я надеюсь, это пошло на пользу. Но это работа, за которую получают определенные награды. Но самая лучшая награда, это когда вы выполнили задачу, и к ней подходит Александр Захарченко и дает медалью в руки. Вот, например, за боевые заслуги можно получить одну медаль. Или за воинскую доблесть, точно сейчас не скажу. Вот у меня и было 5 или 6. Я возвращаюсь из боя, он мне дает медаль в руки, и вот рукопожатие – это самое важное, что есть. А за меня
больше от медалja значило спасати жизни своих ребят. Вот я был заместитель команданта батальона. Всегда и шел перед своими бойцами, чтобы они возвращались назад. Вот это самое важное. Чтобы много молодежи, которые было, которые мы подготавливались, вернулись назад, сражались и потом вернулись в простую гражданскую жизнь, что намного сложнее, но что люди думают. Вот, а эта медаль, ну, вот, если, скажем, СВО Киев, Изюм, Попасня, Лисичанск, Авдеевка, ну, много чего было такого. И в основном старался работать маленькими группами, чтобы, ну, маленькие группы это правильная работа снайпера-разведчика, чтобы люди, которые идут за мной, оставались живыми. Ну, у меня 5 пулевых ранений, которые получил вот из такого близкого боя. Вот самое близкое, когда за Кикимуру зацепился автомат врага и выстрелил в живот. Но мы эту группу уничтожили, со мной был еще один серб, вернулись назад на первоначальную позицию, а там одного человека не хватит. Вот я говорю его сослуживцам, и нам придали 6 бойцов, тоже какое-то спецподразделение, и они, ну, где ваш боец? Ну, нету бойца, ну, надо возвращаться, он говорит, там их много, мы не вернемся. Но я посмотрел на тоже Деян серб, говорю, ну что, возвращаемся, ну, быстро меня там залатали, ну, живой, значит, все. Если можно двигаться, хорошо, но кровотечение было так нормально. Мы вернулись вдвоем назад в тыл, через бой, сражались, чтобы потом поняли, что это первый вообще-то сбежал, его там и не было. Но своего бросить ты не можешь. Вот одна награда за это. И что дает силу? Вот у меня кровотечение было не маленькое, я понимаю, что силы теряют. Вот я в том сербу, он живой сейчас, он женился, тоже живет здесь, в России. Я ему говорю, Деян, давай ты уходи, просто зачем умирать вдвоем, я просто больше не могу. А он мне отвечает, говорит, не, либо уезжаем вдвоем, либо умираем вдвоем. И вы поверите, вот как эта сила возвращается назад, снова поднимаешь винтовку, идешь в бой, и потихоньку через бой мы отходим. Но он служил у 63-й Падобранской десантной, парашютной десантной дивизии у нас, тоже подготовлен хорошо. Вот мы подошли назад, я все рухнул. Вот он дал силу. Вот это одна медаль тоже за это была. And these were words of a fellow Serb. Это вот слова вашего друга серба. Вы говорите то, что вы были не единственным иностранцем, который воевал на территории Донбасса. Вчера я разговаривал с Аптией Алудановым, с генералом-лейтенантом, который командует спецназом Ахмат. И он говорит про своих ребят не только как чеченская единица, а там у него он рассказывал о том, что у него есть иностранцы, которые приезжают с помощью. Вот ваш опыт с иностранцами и добровольцами, которые сражаются за Донбасс, за Россию. Тут есть иностранцы с 2014 до СВО и есть иностранцы после СВО. До 2014 не было так много, но приезжали, все равно приезжали. Это в основном были люди с Балкана. А когда начался СВО, сражались только эти, которые ведь были в армии. Вот было запрещено приезжать иностранцами. Потом Владимир Владимирович разрешил, чтобы начали иностранцы приезжать, потому что запроса было реально очень много. Но тут была проблема. Проблема в этом, что ничего не организовано. Хорошо, президент разрешил, а что делать и дальше? Вот я тогда получил очередное ранение, больше сражаться не мог, потому что спина жестко повреждена была. И я своему начальнику дал просто проект, как это правильно надо делать. Он говорит, ну хорошо, сражаться не можешь, вот занимайся. Вот, и я организовал первые добровольцы, которые приезжают, чтобы мы их встречали на аэропорту, вводили, чтобы они подписывали контракт с Министерством обороны, получили гражданскую Русской Федерации. И они ведь после 2 месяца уезжали на передовую как граждане Русской Федерации, потому что 99% людей, которые приезжали, они приезжали с желанием оставаться здесь жить. Сейчас не говорим только о Балкану, тут были американцы, французы, немцы. Ну,
много разных народа есть. Но тут pojavila se какая проблема, что отбор у Министерства обороны достаточно серьезный. Вот, там проверки на заболевания, на наркоту, и где-то 40% людей, которые приезжали, их просто возвращали назад. Значит, нужны люди, которые реально могут сражаться. Если ты только пришел подписать контракт и чем-то там фигней, ерундой заниматься, ты нам не нужен. Вот меня это реально удивило, потому что, лично мое мнение, мобилизация должна быть. Это мое мнение, я это всегда говорю. Потому что люди воюют, и их надо менять на фронт. Но я когда приезжаю на фронт, я и сейчас с ребятами сотрудничаю, приезжаю там к своим бойцам, которые подготовлю, а у них никто не хочет уходить. Война закончится, мы уедем домой. Это все достаточно немножко неоднозначно. Но иностранцев много. Вот американец приехал скоро со семьей своей, с 3 детей. И мне звонят люди, говорят, он хочет служить. У его 3 детей, он получит гражданство, все, что нужно, ему не надо в армию. Есть такой проект, который расписал президент, люди из недружественных государств, которые там чувствуют себя ущемленными по половому признаку, вероисповеданию, могут приехать в Россию и здесь получат гражданство. Они все получили, но все равно захотели в армию. Вот мы постарались, и он подписал контракт и служит сейчас в русской армии. Это показывает что? Что приезжают люди, которые в что-то веруют. Идейные люди. Конечно, есть тут разных. Война, она сборище всего. Приезжают люди, которые реально идейные, которые хотят сражаться за идею. Приезжают люди, которые приезжают просто подписать контракт, получили деньги. Приезжают психопаты, это любая война без них не бывает, потому что он в жизни ничего не сделал, а тут получил оружие в руки и он крутой. Например, разница между украинской армией и между нашей армией, что мы таких людей сажаем. Мы их сажаем. Вот если бы у меня в подразделении был человек, который бы убил гражданского, я бы его убил сразу, там без никаких вопросов. И мы отсеивали тоже так по-нормальному людей, потому что ты не знаешь, когда человек приехал, что ему в голову. Это все временно показывается. Вот и большинство иностранцев, большинство, которые приезжали, это реально идейные люди, которые видят в России возможность жить так, как хочет, свободно жить. Вот реально свободно живется. Я сейчас рядовой, но я могу прям напрямую и жестко разговаривать с генералами достаточно высоко поставленными. Это, мне кажется, ни одной армии такого нет. Так что иностранцы это видят, иностранцы наблюдают. Мне очень много подписчиков иностранцев. Я говорю, рассказываю о том, что происходит, особенно на Балканах, и оттуда больше всего добровольцы. За меня это, как бы сказать, большой плюс, потому что люди понимают, с чем сражаются, и за это приезжают. В истории США у нас был бригада Авраама Линкольна. Они уезжали в Испанию, и они сражались против нацистов. Многие из Международного легиона были на территории Украины. И вот мы как бы воздавали им честь, да? А сейчас мы говорим, те, которые пришли сражаться за Донбасс, это плохие люди, это криминал. Что вы делаете, чтобы изменить вот это мнение? То есть у вас одна из лучших историй, и мы видим, как вы сражаетесь. То есть вы не сражаетесь за фашизм, за агрессию. Вы сражаетесь за то, чтобы защитить русский народ, в какой-то степени вашу родину, матушку Россию, как вы говорите. Что вы можете сделать, чтобы изменить международное мнение об этих добровольцах? Ну, знаете как, один человек сделать много не может, но много маленьких людей может сделать очень много. Если объединяться, ну хорошо, и не объединяемся, но надо стараться. Вот надо стараться донести правду. Запад правду не хочет видеть. Знаете, вот Америка – это главный финансиер терроризма в мире. Главные террористы в мире – это британцы. Украинцы, они это просто люди, которым запудрили мозги,
И они сейчас стали неонацистами. Это они не такие. Большинство их не такие. Большинство людей там, которые сражаются, они не такие. Если я стараюсь, у меня есть несколько каналов своих, на которых я рассказываю правду, показываю, что это есть. И я получил такое большое признание от USAID. Вот меня прогласили самым большим пропагандистом Русской Федерации на Балканах. Ну, это как бы комплимент за это, что я работаю. Но дело в этом, что я хочу показать, с кем мы там сражаемся. Потому что люди видели, что, например, в Сербии вы можете смотреть CNN, BBC и там украинские каналы. Правду мало кто видит. Вот, потому люди, если вы можете не просто словами говорить, но и показать. Например, я уверен, что вы видели, когда наши забрали у Авдеевки там последний очаг сопротивления, что был. На ним свим татуировки неонациста. Куча неонацистических флагов везде на передовой есть. Куча татуировки с Гитлером. Ну кого? Против кого мы сражаемся? Друго, Запад, говорим сейчас о Европе. Америку ставим на другую страну, говорим о Европе. Европа всегда была, говорим о объединенной Европе. Значит, основно это Франция, Англия и Германия. Они всегда жили на счет других людей, на счет колония, на счет всего того. Они сейчас по-другому не могут, но у них не получается. Они все первый концлагерь сделали англичане. Значит, все я изучал Вторую мировую войну. Вот Англия и Америка, они финансировали Гитлера, банки финансировали. И за время войны, не просто до войны, но и за время войны финансировали. Потому они не могут сейчас не поддерживать этот неонацизм на Украине. Им это просто у крови. Сейчас говорим о элитами. Народ это совсем другое дело. Вот я считаю, что Америка развалится, потому что у вас большая проблема, как в Европе. У вас конгрессмены старые, больные на свою голову, которые не понимают реальный мир, которые имеют кучу денег, но им нужно еще больше денег. И они за это развалят все, что угодно. Россию, Украину, им пофигу за людей. И я стараюсь это донести до людей со фактами. Вот вам факты, вот такие. Что такие люди есть, они это делают, и это несложно доказать. Проблема в этом, что простой народ слушает, но ничего поменять не может. Потому что простому человеку в Европе надо работать, оплатить кредит, заправиться бензином, заработать и за школу, за соцстраховку, и все. Это ему не до политики вообще. И сейчас вы видите, как происходят выборы в Европе, там это не выборы, это не демократия, это прям тоталитаризм полный. И тоже доказать, что на Украине мы не сражаемся против украинского народа. Это нормальному человеку, у которого есть глаза и мозг, несложно. Почему? Потому что это все просто. Вот там они укинули православную церковь, сейчас арестуют священники, сожгли людей в Одессе. Мы находили очень много алтара, где они занимаются оккультизмом. Это все публиковало, всему том видно. Вот человек, который это посмотрит, подумает, ну да, эти ребята, которые приезжают там сражаться, они нормальные, сражаются за что-то нормальное, спасить простых людей. Другого, у меня много людей с территории Украины, которые отправили сообщения, вот когда был теракт на Захарченко, там на Гиви, на Моторолу, с территории Украины просили купить цветов и у их имя их поставить на могилу. Так что там тоже очень много людей, которые хотят конец этой войны видят, но мы не должны молчать. Да, это серьезная угроза. Вот у меня было несколько покушений, на мне сожгли дом, там 100 проблем было. Но это не причина остановиться. Если ты понимаешь, за чего сражаешься. Да я один. Хорошо, вот завтра погибну, ничего такого страшного. Сразу, когда человек берет оружие в руки, он понимает, что одной ногой он вече в могиле. Но надо сражаться до конца. Мы на фронту, на информативном фронту, на другим, о котором я пока говорить не могу и, наверное, никогда не буду говорить, но надо сражаться. Это мы малые люди. Вот. А большие люди,
например, президент и его окружение, они сражаются, чтобы нам было проще. Вот, мне кажется, Россия единственное государство в мире, которое сажает большие генералы за коррупцию, которое сажает губернатора, которое сажает сенатора. Вот они сражаются наверху, чтобы нам внизу было проще. И это все связано одно с другим. Это одна цепочка, и она самая слабая, где самая слабая карика, цепь в этом всем. Так что мы все должны дать максимум от себя, чтобы победить в этой войне. Не чтобы ждали окончания войны, но чтобы победить. Потому что окончание войны это не конец войны. Но если вы победите, это конец войны на долгий период. Вот. Поэтому надо сражаться медийски, надо доносить правду об этом, что происходит, неважно сколько это стоит. Ну, вы сами знаете, о чем говорить. Спасибо большое за этот разговор. Он удивительный, и я много понял. И я также думаю, что американцы услышали для себя очень многое. Хочу подарить вам мою книгу. Это про опасность ядерной войны, про то, как Россия и Америка должны работать вместе, чтобы предупредить, остановить. И вот как между нами, бойцами, мы сражаемся не потому, что мы любим войну, потому что мы ненавидим войну, потому что мы любим мир. И вот вы живое свидетельство того, как во что мы верим. Это, правда, честь для меня и привилегия говорить с вами. Спасибо вам большое. Я еще что-то хочу вам сказать. И вот я слушаю, спасибо большое, надеюсь, расписались. Да. Я слушаю, что говорят. У меня есть знакомая, она на Кембриджу закончила, и она мне часто приводит прямо из слова офицера американской армии. Вот настоящие офицеры, которые понимают, что такое война, они все против этой войны. Они понимают, к чему может привести ядерная война, они против этой войны. Но, к сожалению, политики они не понимают, им пофиг. Ну вот за это мы должны работать. И я вот сейчас пользуюсь этим. У меня свой канал. Я бы хотел, чтобы вот я у вас забрал интервью, если вы согласны, когда вернетесь в Америку, если вас, конечно, не арестуют, что приехали сделать интервью с вами, ну, 100%. Да. Я согласен. He gave an agreement. У вас очень много медалей. Это медали войны. Я хочу дать вам медаль мира. Это проект тот, который я работаю совместно между американцами и русскими, чтобы остановить ядерную войну от одного бойца к другому. Большое вам спасибо. Это вот был специальный выпуск программы «Русский дом». Вообще честь и привилегия не просто русского здесь приветствовать, а вот героя человечества, человека, который сражается за мир. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Готов? Я не знаю. Я боюсь. Ну, наверное, закончили, да. Спасибо вам большое за это, что приехали здесь, что вот стараетесь принести Западу правду.